Представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барцит, поддержал инициативу Генеральной прокуратуры. Действительно, в плане доказывания конкретно в вопросах юридической техники на практике у нас есть большой провал в этой части. Попытка защитить честь и деловую репутацию отдельно взятого гражданина в связи с пониманием правоприменительной практики, то есть отсутствие возможности этой защиты, да, по линии клеветы, это, на наш взгляд, абсолютно верное направление деятельности. Ну вот, всячески поддерживаем в данном контексте. Приглашенные адвокаты Роберт Киян и Инга Габелая высказались против внесения изменений. Ранее был прямой умысел, теперь нужно будет и, возможно, и косвенный умысел, и, возможно, даже преступления по неосторожности вот, подпадут под статью 124 клевету. В части индивидуально неопределенного круга лиц также это большие сложности возникнут при применении данной нормы. Чьи интересы здесь соблюдает прокуратура и пытается соблюсти, непонятно. Наказывается штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Вы представьте, у нас по побоям, когда человека ударили, например, 10 тысяч рублей. А вот за то, что он распространил такую информацию, от 100 до 200 тысяч рублей. То есть здесь же это идет не в доход того лица, который посчитал себя униженным и оскорбленным, а в доход государства. Тогда нужно по этой аналогии провести все. А за моральный вред есть порядка гражданского производства. Я могу в рамках гражданского производства и 500, и миллион оценить. И там уже государство и судебные органы будут принимать решение, насколько информация. В этой части это несоразмерно другим будет статьям. Поэтому мы полностью поддерживаем офис уполномоченного по правам человека. Считаем, что это приведет действительно к массовому привлечению, к уголовной ответственности и по большей части неугодных лиц. Мнения депутатов тоже разделились. Высказываясь в поддержку внесения изменений, народные избранники напоминали, как сами недавно оказались в роли оклеветанных. Пиццурскую госдачу депутаты получили, значит, да, с России деньги, бешеные какие-то сумасшедшие цифры, и постоянно варьируют, и постоянно разные. А сейчас говорят, что Евросоюз вместе с США, с Америкой, значит, заплатили депутатам, значит, деньги для того, чтобы этот закон не приняли. Не приняли. Да. Я, если честно, значит, абсолютно нормально, значит, да, мимо ушей пропускаю, потому что у меня совесть чиста. У меня совесть чиста перед собой, значит, так же, как и у всех наших коллег. Я в этом не сомневаюсь, значит, ни на секундочку. Но постоянно, значит, заставлять наших, значит, друзей, наших родственников, наших старших, значит, да, нервничать постоянно. Значит, да, уже они даже настолько это все уже вышло, значит, из рода вон выходящие, что, значит, они уже боятся даже нам звонить, что-то либо спрашивать. Но сами горят и нервничают. Слышат всякую небылицу за нас. Ну, всякую небылицу. Я не говорю сейчас за нас, любимых и красивых. Я говорю в целом о том, что, значит, ну, так невозможно. Мы на что-то когда-то смотрели. В доме, кто воспитывался, все мы в доме, в семье, нормальных традиционных семьях родились, воспитывали, значит, и жили, и живем. Но это абсолютно недопустимые вещи, которые говорят. Мы вообще потеряли, значит, да, контроль, совесть, значит, ну, все так невозможно, ребята. Давайте вместе думать над этим, значит, документом, да, и законом, значит, и каждый с учетом вашего мнения и, значит, ваших, значит, каких-то замечаний, давайте создадим что-то одно, но эта вседозволенность, она уже, правда, зашкаливает. Если вот такие законы не будут иметь силу, не будут определенных действий, я считаю, каждый за собой будет оставлять право лично сам разбираться с тем человеком, кто его оклеветал. Да. Чем она у нас в Абхазии заканчивается, эта ситуация, мы тоже прекрасно знаем. Там от тобой начиная, по ножовщине и стрельбой может это все заканчиваться. Много примеров. Это тоже, почему об этой стороне мы не думаем и не говорим? Если у нас будет законное руководство, оно и мы сможем избежать тем самым вот таких ненужных ситуаций, нелепых, которые в жизни возникают. Депутат Конкварча выступил против ужесточения нормы о клевете. Закон, он существует. Мы же не о новом каком-то законе говорим. Здесь просто изменения хотят вносить, усилить, потому что, оказывается, прокуратура не очень хочет заниматься, ну, заморачиваться, доказывать и так далее, и так далее. И им надо, значит, жизнь сделать легче, чтобы им доказывать ничего не надо. Можно его назвать клеветником, еще кем-то, иноагентом, просто повесил ярмо и все, закрыл ему рот или на колени его поставил, сказал, вот это тебе дубинка, в следующий раз скажешь, мы применим. Это же понятная схема вся. Сегодня каждый из нас должен понимать, сегодня кто-то в прокуратуре, кто-то в парламенте, кто-то депутат, кто-то президент, но ситуация жизни,
она как сансара меняется, цикличность всегда повторяется. И подумайте, что когда-то вами непродуманный закон может примениться у вас, и вы скажете: ах, какие у нас законы, забыли о том, что это вы это продвигали. Около 2 часов депутаты обсуждали предложенные изменения, задавали вопросы представителям прокуратуры, высказывали предложения. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение всех депутатов в рамках ближайшей сессии. Однако по итогам голосования большинство членов Комитета по государственно-правовой политике не рекомендуют данные изменения к принятию. Надежда Боровикова, Сосрукова Гухава, Абазата.